Сегодня, 2 мая, должен был состояться судебный процесс по иску, который я подала на службу государственной безопасности. Почему суд? Да потому что узнать другим законным способом причину, по которой наши чекисты обвинили меня фактически в измене Родины, не представлялось возможным. Я неоднократно запрашивала у СГБ основания, ставшими мотивом для официального заявления, опубликованного на их сайте, и даже сделала это публично. Но ответа так и не получила. Дмитрий Кучуберия, возглавлявший на тот момент СГБ, все запросы оставил без рассмотрения, демонстративно проигнорировав требования законов нашей страны. Я уже не говорю о том, что после обвинений в мой адрес СГБ обязано было направить материалы, ставшие основанием публикации, в военную прокуратуру. Измена Родине – это серьезный повод для возбуждения уголовного дела. Но ничего такого не произошло. Получается, что СГБ, обвинив меня в особо тяжком преступлении, решила забыть о содеянном. Поэтому иск в суд. Он подан 7 апреля, и вот уже скоро месяц, как суд не может приступить к рассмотрению иска по существу, так как СГБ все время изобретает причины для неявки в суд. Сначала наши чекисты наняли адвоката Ингу Габилая, и суд отложили из-за ее занятости. Спустя 11 дней на предварительном слушании оказалось, что от услуг Габилая СГБ отказалась, и ее сменил начальник правового отдела ведомства, у которого не нашлось никаких возражений к моему иску. Таким образом, рассмотрение дела по существу назначили на 2 мая. Но вот опять неудача. Теперь представитель СГБ, начальник правового отдела Аполлон Жванию, заболел. Врач республиканской больницы АНКВАП диагностировал у него одновременно и ОРВИ, и интоксикацию. К справке я отношусь скептически, потому как ежедневно ощущаю нежелание СГБ участвовать в процессе. Судебное заседание снова отложено, на этот раз из-за ОРВИ. И обратите внимание, во всем СГБ не нашлось никого здорового, чтобы отстоять честь мундира в законном порядке. А теперь о моих претензиях к СГБ. В прошлом году Служба госбезопасности Абхазии разместила на своем официальном сайте сообщение о том, что Аршба Нисфа Дарисмановна опубликовала на Аяшара недостоверную информацию, без уточнения, какую именно. Но это утверждение позволило СГБ создавать миф о том, что я мщу им за то, что они не дали мне разрешения на выезд в Грузию. К слову сказать, никакого пропуска я в СГБ не запрашивала. Дальше Кафка во всей красе. По логике СГБ, мое поведение означает попытку дискредитации государственной структуры, что соответствует интересам Грузии. Публикация, дискредитация, пропуск, шпионаж в пользу Грузии. В общем, как ни крути, госизмена. Статья, не предполагающая разночтений. Если уж вы обвинили человека в госизмене, извольте передать дело в военную прокуратуру. И почему не передали? Это вопрос риторический. Потому как нечего им передавать, и наши доблестные чекисты просто оклеветали меня по заказу своего босса. И, к сожалению, к моему великому сожалению, в этой сотне абхазских офицеров, которые добросовестно несут службу, не нашлось тех, кто пресек или отказался публиковать ничем не подкрепленное лживое информационное сообщение, которое действительно дискредитирует СГБ. Потому как у Дмитрия Кучуберия и Заала Хварцкия никогда не было и никогда не будет никаких оснований даже мечтать о моей работе против интересов Родины. Но желание выслужиться было так велико, что они в расчете на свою неприкосновенность опубликовали откровенную клевету. Наша тяжба с СГБ только началась. Она не моя, а именно наша. Потому как людей, голословно обвиненных Службой государственной безопасности в тяжких преступлениях, десятки. И вернется теперь Заал Хварцкий из отпуска или нет, не имеет никакого значения. Мы сделаем все, чтобы лица, устроившие гонения на абхазов, понесли ответственность. Другого пути у нашей страны и нашего этноса нет.